Добрый вечер. На канале УТРК ЧО выпуск вечерних новостей. В студии работает Симбат Алмазова. В городе Фергана накануне состоялась встреча председателя Госкомитета нацбезопасности Камчбека Ташиева, председателя Госкомитета нацбезопасности Таджикистана и председателя службы госбезопасности Узбекистана. В ходе диалога в конструктивном ключе рассмотрены пункты повестки, касающиеся делимитации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы демаркации границ между Узбекистаном и Кыргызстаном. По итогам переговоров даны конкретные поручения членам Кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по согласованию оставшихся участков границы, а также подготовке и подписанию соответствующего двустороннего договора. Турага Жорку Кенеша Нурланбек Шакиев навестил детей, пострадавших в результате наезда грузового авто в Сузакском районе Джалабадской области. Напомним, в настоящее время 10 детей получают лечение в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи Бишкека. Турага побеседовал с детьми и их близкими. Здоровье будущего поколения превыше всего, поэтому на массовых мероприятиях, проходящих с участием детей, вопросу безопасности необходимо уделять особое значение. Инцидент в Сузакском районе наглядно показал, каким тяжелым последствиям может привести халатное отношение, сказал он. Главный врач больницы Акылбек Маманов проинформировал Турага о проводимом лечении. В свою очередь Нурланбек Шакиев отметил, что каждый пострадавший ребенок должен находиться под пристальным наблюдением врачей и получать необходимую медицинскую помощь. В завершение он пожелал детям скорейшего выздоровления и сообщил, что из резервного фонда Турага пострадавшим будет оказана финансовая помощь. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с деятельностью закрытого акционерного общества Кумтор Голд Компани. Глава Кабмина отметил, что для государства особенно важно обеспечить бесперебойную и эффективную работу рудника, а также выполнение всех намеченных планов. Далее он посетил машинный цех предприятия, где ознакомился с состоянием сборки новых экскаваторов и заправочных станций. Проект по автоматизации нефтехранилищ и автозаправочных станций Кумтора позволят обеспечить тщательный контроль за потреблением топлива. Также Акылбек Джапаров посетил основной карьер Кумтора. Здесь полным ходом идут горнодобывающие работы и реализуется проект подземной добычи золота. Отметим, в феврале текущего года на месторождении Кумтор был дан старт проекту подземной добычи золота, который позволит добыть около 115 тонн золота. В ходе ознакомления с работой золотоизвлекательного завода предприятия было отмечено, что установлено новое оборудование, которое, подобно рентгеновскому аппарату, позволяет обеспечить должный контроль входящих и выходящих из помещений завода. В Бишкеке милиция задержала мужчину, который напал на девушку. Момент удара кулаком попал на видео. Как сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района, утром 5 мая в службу 102 поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений на улице Киевской неизвестный пьяный мужчина, выражаясь нецензурной бранью, нанес удар кулаком по голове женщины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД, где по приезде была установлена пострадавшая. Ею оказалась гражданка 2002 года рождения, которая обратилась с письменным заявлением в отношении незнакомца. Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района города Бишкек и начата доследственная проверка. Отметим, при осуществлении доставки 27-летнего подозреваемого в следственную службу УВД районного управления он вел себя агрессивно, провоцировал сотрудников милиции на драку, на законные требования реагировал и оказывал активное сопротивление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 части 2 пункта 4 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В Бишкеке с 29 апреля по 5 мая выявлено всего 8355 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в патрульной милиции, из них управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 71, нарушение порядка регистрации транспортного средства 146, управление авто без соответствующих документов 92, невыполнение требований дорожных знаков 5268, управление
управления водителем транспортного средства с тонированным лобовым и боковыми стеклами передних дверей 52. Нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности 1002. Другие нарушения ПДД 1724. Поставлено на штрафную стоянку 990 авто. Помните, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих вас людей. Будьте осторожны и вежливыми по отношению друг к другу, говорится в сообщении. С увеличением количества средств индивидуальной мобильности в последние годы растет и количество мелких дорожно-транспортных происшествий. Из-за этого постоянно ведутся разъяснительные работы водителям самокатов, велосипедов. В одну из них приняла участие и наша съемочная группа. Представители управления патрульной службы милиции города Бишкек провели разъяснительную работу по профилактике безопасности граждан и соблюдению правил дорожного движения. На сегодняшний день на территории города Бишкек насчитывается порядка 40 тысяч средств индивидуальной мобильности. Причем с каждым днем данное количество только растет. Отмечается, что средства индивидуальной мобильности представляют собой источник повышенной опасности. Средний вес, который составляет 30-35 килограммов, а скорость передвижения до 35-40 километров в час. Вместе с этим наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших с участием средств индивидуальной мобильности. В связи с этим сегодня наша съемочная группа совместно с сотрудниками УПСМ по городу Бишкек провели профилактическую мероприятие с водителями самокатов и велосипедов. Ошол эле учурда сиз жөө жүргүнчүлөргө дагы ден соолугуна коркунуч келтирип атасыз да. Ошондуктан бул жеке мобилдик транспорт менен жүрүүдө жол эрежесин да унутпаш керек. Ал сиздин ден соолугуңуздун эртеңки жашооңуздун өмүрүңүзгө коркунуч келтириши мүмкүн. Да, действительно, просто знаете, как именно самокатчики это не зачастую как бы взрослые люди, да, катаются. Бывает такое, как и школьники, например, а бывают студенты. Действительно, до всех донести информацию иногда тяжело. Ну, опять же, с помощью вас, с помощью средств массовой информации, с помощью наших каких определенных каналов мы пытаемся донести до всех участников дорожного движения то, что надо соблюдать правила дорожного движения, это раз. Как мы многие видим в социальных сетях, зачастую участились случаи, когда на мотоцикл садятся там не один как бы сам водитель, а трое, четверо, а иногда и пятеро, да, как бы это тоже приводит к такому понятию, как ДТП. Они не могут заметить, например, при езде пешеходов, а также если они тем самым, когда сидят трое-четверо, они не могут видеть обзор. И мы стараемся всеми средствами, всеми своими силами донести до каждого водителя то, что нельзя так ездить. Основная цель информационного мероприятия – строгое соблюдение правил пользования средств индивидуальной мобильности. Запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с электросамоката. Передвигаться на СИМе можно только одному человеку. Запрещается кататься с детьми. Также нельзя перевозить различные габаритные грузы, выступающие за пределы мобильного транспорта. Однако в настоящее время жителей города, не соблюдающих эти правила, насчитывается около 1000. Конечно, индивидуальные транспортные средства, мобильные. И не соблюдает безопасность дорожного движения тоже. Спасибо большое. Выписывайте протокол. Согласно требованиям ПДД, велосипеды, мопеды, гужевые повозки, верховые и вьючные животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд, возможно, правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно также по тротуарам, где имеется выделенная полоса для средств ИМ, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта, в парках, скверах, дворах и на специальных отведенных для катания площадках. Согласно требованиям правил дорожного движения, для того, чтобы перейти дорогу, нужно взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь правилам пешеходов. Сегодня мы стали свидетелями более 10 нарушений правил использования средств индивидуальной мобильности. Сотрудники УПСМ по городу Бишкек провели эффективную разъяснительную кампанию любителям СИМ, помогая нарушителям понять важность соблюдения правил при эксплуатации для безопасности других граждан. Я считаю правильным ужесточить наказание за неправильную езду. Поддерживаю и признаю, что тоже допустил нарушение. Надеюсь, другие такие ошибки не сделают и будут ездить только по правилам.
Конечно, электросамокаты и гидроскутеры считаются достойной альтернативой других средств передвижения. Кроме этого, средство индивидуальной мобильности не оказывает плохое воздействие на городскую экологию, уменьшая заторы на дорогах. Но горожане, которые выбрали именно данный вид транспорта, должны знать правила и культуру вождения. У каждой шеринговой компании есть определенные видеоуроки. То есть, когда вы начинаете регистрироваться в приложениях компаний, есть определенные правила. Например, нельзя кататься лицам, достигшим 18 лет, нельзя кататься там, в пьяном виде, нельзя кататься там вдвоем. Прошу там спускаться с пешеходного перехода, оставляйте самокат только в положенных местах. Каждая компания занимается именно разъяснением, в первую очередь, когда вы регистрируетесь в самом приложении. Но зачастую люди их не видят, но при этом в социальных сетях каждой компании есть упоминания об этом, например, правила пользования, как ими пользоваться. Плюс в СМИ мы часто это освещаем, то, что как правильно пользоваться нашими самокатами, как нельзя пользоваться этими. И в скором времени мы подготовили такой социальный ролик для мэрии города Бишкек, который мы будем транслировать во всех СМИ для наших горожан и жителей, как пользоваться вообще с новым видом транспорта, который за 3 года стал частью нашей жизни. Напомним, что на заседании Джорху Кенеша 24 апреля текущего года депутаты рассмотрели в 3-м чтении законопроект закона о внесении изменений в закон о дорожном движении в Кыргызской республике. Целью и задачей законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с использованием личного мобильного транспорта. В настоящее время находится на подписании у главы государства. Айсло Мурзакова, Эрмек Кадыров, УТРК Чуй, город Бишкек. Мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву презентовали новую специальную технику для очистки и мытья дорог. По данным мэрии, градоначальнику показали мойку при бордюрной части дороги на пересечении улиц Масалиева и Садырбаева. На второй точке по улице Ахунбаева продемонстрировали мойку дорожных разметок, в том числе среднюю часть дороги. Отметим, данная уборочная машина – это специализированное транспортное средство, разработанное для уборки уличных поверхностей и поддержания чистоты на дорогах и тротуарах. На сегодняшний день закуплено 4 единицы данной спецтехники. В ближайшие 2-3 месяца планируется закупить более 100 единиц спецтехники на денежные средства, выделенные мэрией. Школьные годы – время, наполненное волнением, учебой и дружбой. Для многих выпускников этот период становится особенно значимым, когда приближается момент прощания с родными стенами учебного заведения. Страницу своей жизни готовятся перевернуть и старшеклассники 11 классов средней общеобразовательной школы-лицея номер 2 имени Баранова села Новопокровка. Ученики разучивают школьный прощальный вальс. Прощальный школьный вальс, песни, флешмобы. Так проходит репетиция у выпускников школ Чуйской области. Ребята готовятся к последнему звонку. У 11-классников из школы-лицея номер 2 в Новопокровке это вызывает грустные и трогательные эмоции. А у меня ощущение грусти, конечно, и в том числе также радости. С одной стороны, грустно, я буду скучать по этой беззаботной жизни в школе, по своим одноклассникам, как мы весело проводили время. Но, с другой стороны, также хорошо то, что я уже взрослею, становлюсь более самостоятельной. А дальнейшие планы, я думаю, поступить в Национальный университет, в КНУ, на международные отношения. Хочу стать будущим дипломатом. С одной стороны, очень волнительно, грустно покидать нашу родную любимую школу, но с другой стороны, я думаю, это будет великим началом нашей взрослой жизни. Но наша школа всегда останется в нашем сердце, как наш второй дом, наши учителя, как наши вторые родители. Несмотря на смех и веселье, во время репетиции расслабляться ребятам некогда. Сразу после последнего звонка начнутся экзамены и тестирования, на которые они готовились целый учебный год. Ощущается некая дрожь в ногах, некое осознание наступающих экзаменов. Конечно же, собой я хочу представить нашу школу, тем, что наша школа достаточно за короткое время поменяла в себе многое. У нас появились новые классы для образования, то есть интерактивные доски. Также учителя проводят
весьма познавательные и информативные уроки. В школе бы хотелось пожелать только развиваться и становиться лучше. По идее, в начале всегда радостно, в конце уже осознаешь, что ты уходишь, и просто грустно. Дальнейшие планы – поступить, закончить карьерный рост, жениться и все. Недели подготовки не прошли зря. Осталось отточить последние движения, и ребята будут готовы продемонстрировать для учителей и родителей один из самых трогательных танцев. Среднюю общеобразовательную школу лицей номер 2 имени Николая Степановича Баранова села Новопокровка в этом году оканчивают 4 11 классов. Всего к выпуску из образовательного учреждения готовятся около 106 учеников. На этот праздник придут все родители выпускных классов. Выпускными классами являются и родители 9 классов, придут родители 9 и 11 классов. Мы планируем небольшой концерт на 40 минут. На концерте будут танцевать ребята вальс, будут флешмоб, будут песни и учителей, которые выпускают детей, и будут выступать те учителя, которые их принимали в 1 класс. Я в школе работаю 25 лет, в этой школе работаю 15 лет, директором являюсь уже 2-й год. И, конечно, каждый год, когда выпускаются дети, нам печально, потому что все равно они с малых лет, 6-7 лет, они у нас учатся, потом мы выпускаем самых умных, самых красивых детей. Последний звонок для 11-классников школы-лицея номер 2 прозвенит 25 мая. До этого остается менее 3 недель. Время, наполненное подготовкой, волнением и надеждой на светлое будущее. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй. В честь празднования 9 мая в городе Бишкек прошло торжественное мероприятие в одной из местных школ. Началось оно с концертной программы, подготовленной учащимися. Затем выступили гости, которые поделились своими воспоминаниями о войне. Важной целью данного мероприятия было вдохновить молодое поколение на изучение истории своей страны, в том числе подвигов и трудностей, пережитых их дедами и прадедами в годы войны, которые отдали свои жизни за мирное будущее, столкнувшись с тяжелейшими испытаниями и трудностями на фронте и в тылу. Учащиеся активно изучали историю этого праздника, что позволило им глубже понять его значение. В ходе мероприятия ребята представили стихи и исполнили песни, наполненные патриотическим духом. Также были продемонстрированы танцевальные номера, добавившие яркости и разнообразия в праздничную программу. Для укрепления патриотических чувств и развития интеллектуального мышления учащихся руководство школы организовало встречу с членами Союза моряков Кыргызстана. В настоящее время в городе Бишкеке Союз насчитывает более 200 членов. Праздничные мероприятия, проводимые Союзом, включают в себя встречи со студентами и школьниками, где передается опыт и истории тех, кто прошел через войну. Сегодня мы, члены Союза моряков, встретились с молодым поколением, чтобы поделиться историей наших предков и героев войны. Мы считаем важным передавать знания и ценности следующим поколениям. Пусть на земле будет мир и спокойствие. В этом году отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой значимой даты подобные мероприятия будут проводиться регулярно, чтобы сохранить память о подвигах предков. Сымбат Алмазова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чуй. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.